Самый главный вопрос был по международному статусу. Мы по нему работали, я вам докладывал, что я непосредственно хочу сделать эту документацию. Итоги деятельности предприятия «Аэропорт Магаз» имени Сулумбека Асканова подвели за отчетный период на встрече у главы региона. Чтобы довольными устами младенца глаголила истина. Сегодня во всем мире празднуют День правовой защиты детей. С введением своего нового объекта дети начнут обучаться в одну смену. Будет открыто много всяких кружков. В селении Мужичи сейчас строят школу и дворец культуры. Рабочие трудятся в 2 смены, чтобы успеть в срок. Подойдете, увидите почки вегетативные и почки плодовые. Они разные. Прежде чем обрезку делать, мы делаем анализ. Сегодня для студентов ИНГУ подготовили экскурсию по саду-гиганту Ингушетия. Сейчас надо было подготовиться к сопернику. Хороший боец, хороший рекорд у него, с хорошими бойцами дрался. Разогрев перед битвой нартов. Ингушские бойцы проходят усиленные тренировки. Это новости 24. Добрый вечер. Начать планомерную и скоординированную работу с населением по оценке качества и уровня благоустройства городской среды призвал глава Юнусбек Евкуров на внеочередном совещании с руководством регионального штаба Общероссийского народного фронта. Поводом для экстренного совещания стал обнародованный рейтинг Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ, в котором Ингушетия занимает не самые выигрышные позиции. Ключевым критерием данного рейтинга является то, как муниципальными властями субъектов РФ учитывается мнение местных жителей при реализации проекта формирования комфортной городской среды. Глава региона отметил, что показатели общероссийской проверки являются не только результатом несистемной работы муниципалитетов с населением, но и маркером низкой медиаактивности глав муниципальных образований республики. По итогам совещания Юнусбек Евкуров также поручил собравшимся в кратчайшие сроки предоставить результаты соблюдения графиков сдачи социальных объектов в эксплуатацию. Исполнению данного поручения глава региона отвел срок в пару недель до проведения итогового регионального форума. Раз в месяц на уровне главы администрации должны встречаться. Потому что если вы не будете встречаться, вот этих потягушек будет много. Ждать, пока я это все увижу, потом встретимся. Этого нельзя допускать. Тебе надо разобраться, Ибрагим, ехать туда. Куратор, кто у нас там, ему позвонить, жестко высказать, на каком основании вы это сделали. Но опять же, надо до того, как это сказать, понять, где мы находимся. То, что мы не в лидерах находимся, я это вижу. Но опять же, то, что почему мы не в лидерах находимся, здесь тоже работа, опять же, администрации. Кто вам дал право? Я вот ездил уже в Малгобек, в Карабулаке мы сейчас открыли там. Я в Малгобек ездил, увидел полное самоустранение администрации от этого дела. Здесь со всех сторон идет партийный контроль, наш контроль, всех сторон контроль. Ну и вина ваша в чем? В том, что я ни разу не прочитал ни одну бумагу, что вот там надо нацелить внимание, там у нас что-то срывается. Там были у нас вопросы, связанные там с здравоохранением, там мы уладили, вы обращались по профсоюзам, уладили вроде бы. А вот по этому вопросу ни одного слова. Вы же должны держать на контроле. Ну что же, вот публичная там тема должна быть. Если там ОНФ совместно с этим проверили дорогу, качество дороги, сделали там замечательно, но при этом отметили то-то, то-то. Вы же знаете, что тоже работа есть. И это все должно проходить там. И мы должны понимать, сколько негатива. Если вы будете постоянно говорить, что все хорошо, тоже есть хорошо. А если вы там говорите там, в том процентном соотношении хорошо и плохо, и потом еще плохо поработали, сказали, вот здесь плохо, а потом через неделю опять же выдают информацию. Благодаря работе ОНФ, была тогда-то ссылка, сделано замечание, сегодня все исправлено. Вот красота, картинка. На этом примере задача до 30 ноября провести рейды
везде, выделить лучших, худших. Там, где у нас завершается, определить четкий график, когда мы это все сдаем. Там, где у нас сроки срываются, уточнить графики и вплоть до увольнения главы муниципального образования все наладить работу, чтобы мы до 25 декабря все дворовые площадки, все, что мы в этом году должны были закрыть, закрыли. И после этого сделать очень хороший репортаж. Пригласить там, тогда надо написать, там, что мы пригласили, в том числе там руководство, ну, кого-то пригласили с Москвы, и проехаться по всем вопросам, и уже выправить ситуацию, сказать, что вот Ингушетия сделала выводы, из аутсайдера выскочила там в лидера. За 10 месяцев аэропорт Ингушетии выполнил 626 авиарейсов. Пассажиропоток составил более 186 тысяч человек. И обработано свыше 30 тонн грузов. Об этом сегодня в ходе рабочей встречи главе республики доложил генеральный директор МАГАЗ «Аэропорт» Ваха Ивлоев. Также он подвел итоги деятельности предприятия за отчетный период. По его словам, все ресурсы аэропорта были направлены на обеспечение необходимых условий для обслуживания международных рейсов. По мнению главы, необходимо заняться техническим оснащением заданий на аэровокзалы и привлечением авиакомпаний для расширения географии полетов и развития региональной авиации. Также в ходе встречи Ваха Ивлоев представил руководителю региона сувенирную копию МИГа, который на постаменте установлен перед зданием аэропорта. Это подарочное изделие, выполненное из цветного мрамора, Златоустовским заводом в ограниченном количестве. Глава дал хорошую оценку подарку и отметил, что такие сувениры должны быть в доступной и открытой продаже для жителей региона. Самый главный вопрос был по международному статусу. Мы по нему работали, я вам докладывал, что я непосредственно хочу сделать эту документацию, это новой авиации, которая подготовил документ. Ну да, у нас сейчас вопрос стоит в документальном оформлении. Да, да, они должны, пока распоряжение Медведева не выйдет, они с ними работают. Вот они прислали проект письма, полностью здесь обоснование все есть. Здесь 400 листов бумаги. Вот полностью обоснование. Да? Да, все очень красиво. Документы все готовы, да, все готовы, да. Отправляем. И сейчас нужно только посмотреть. Абсолютно проблем нет. Хорошо. Было ваше поручение отправить этот Липецк музей и в наш музей. Если надо везде направить. Подарочный, как вы скажете, так и сделаем. Подарочный фонд надо сделать, почему еще такие хорошие вещи. В том числе и на подарок лучше можно было бы студентам. Сегодня в Москве открылся первый всероссийский молодежный форум Госдумы. На него съехались свыше 400 человек. Это муниципальные депутаты, начинающие ученые, аспиранты из разных регионов страны. Вопросы образования, трудоустройства, цифровой экономики и другие темы, которые волнуют молодых людей, тем для обсуждения действительно масса. Некоторые активисты представят свои проекты, которые могут стать основой законодательных инициатив. По словам организаторов, если форум пройдет успешно, его сделают ежегодным. На форуме организовано 18 законотворческих площадок, а итогом этой работы будут, возможно, решения и законопроекты, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Форум продлится 2 дня. Главная цель мероприятия – принять конкретные решения по важным вопросам, которые коснутся молодых людей. Сегодня во всем мире празднуют День правовой защиты детей. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1954 году. Отмечают его как День мирового братства и взаимопонимания детей. В этой сфере, как рыба в воде, ориентируется уполномоченный по правам ребенка Зарима Чехкиева. И сегодня она полностью растворилась в своих подопечных. Репортаж Хади Добриевой. Говори. дадутся. Слово «мама» из уст 13-летней Раяны. Для нее и ее мамы целое событие. Девочка с рождения страдает ДЦП. Парализованы нижние конечности, правая сторона, туловище, лицевые мышцы. Врачи поставили Тамилу Ведзижеву перед фактом. Ваша дочь никогда не сможет разговаривать. Однако, несмотря ни на что, мать твердо верит, что Раяна обязательно пойдет на поправку. У меня 7 сейчас детей. Раяна 3 по счету, но она из двойни, с ней была еще одна девочка, она у меня умерла на 2-е сутки после рождения. Девочка родилась, она недоношенная, 7-месячная, кило 400 всего была при рождении. Вот ее выхаживали, лечились, но по воле Аллаха она осталась вот в таком состоянии. Ну, мы с ней не унываем. Ничего, Алхамдулилля, все будет хорошо.
Многодетная мать все силы и средства вкладывает в занятия с Раяной. Первые результаты не заставили себя ждать. Врачи уже и не верили, но девочка начала писать, выговаривать некоторые слова, самостоятельно кушать и даже помогать маме по хозяйству. Это, кстати, любимое занятие Раяны – готовить и мыть посуду. Девочка учится на дистанционном обучении, однако практически изолирована от ровесников. В родном селе Бекович у нее также нет друзей. Помимо братьев и сестер, лучшим другом для нее стала уполномоченная по правам ребенка. Ее визита девочка ждет больше, чем любой праздник. Мы двойня, у меня 8 ребенок умер. Все, договорились. Долгожданная встреча, как всегда, сопровождается объятиями и играми. Больше всего Раяна любит собирать конструкторы и рисовать. Однако в будущем себя художницей не видит. Несмотря на столь ранний возраст, девочка трезво смотрит на жизнь и выбирает профессию с учетом своего недуга. В будущем хочет стать нотариусом, да? А почему? Она говорит, сидячая работа, говорит, я могу их нотариус. Я говорю, а почему не швеей? Она мне говорит, ты что, мама? Говорит, чтобы швеей быть, обе руки должны работать. Говорит. Несмотря на то, что у Заремы Чахкиевой сотни подопечных, она старается каждому найти индивидуальный подход. Быть в первую очередь другом и наставником. Ведь рядом с такими детьми, как Раяна, трудно остаться равнодушным к их судьбе, делится уполномоченная по правам ребенка. Государство оказывает таким детям финансовую помощь и все остальное до 18 лет. После 18 лет об этих детях уже как-то забывается. Поэтому я как-то сама пытаюсь уделять этим детям больше внимания. Месяц один раз посещаю эту девочку, потому что она действительно очень живет далеко. И как-то мы с ней в социальных сетях постоянно переписываемся, общаемся, все время эта девочка тоже у меня на контроле, и все время с ней общаемся. Она очень позитивная девочка, и вот последнее время уже как-то она уже взяла себя в руки, уже начала уже внятно, нормально разговаривать, уже речь уже понятна, уже знаем, что ей необходимо, что ей нужно. Сама научилась писать смс-ки, пишет мне, каждое утро пишет «доброе утро», каждую ночь пишет «спокойной ночи». Пришло время расставаться, но Раяна отпускать свою подругу не хочет, только надо, ведь в нашем регионе сотни детей, стоящих на учете, и всем им нужна поддержка. Следующая семья, которую навещает Зарема Чахкиева, из Малгобека, самая старшая в семье 20-летняя Мадина. 7 детей росли без отца, а 3 года назад, с тех пор, как мать семейства лишили родительских прав, на плечи старшей сестры Мадины легла забота о 5 братьях и сестре. Хрупкая девушка, пожелавшая остаться за кадром, своими силами содержит целую семью, снимает квартиру, занимается домашними делами, помогает младшим с уроками. Сделать старшую сестру опекуном было единственно верным решением, признается уполномоченная по правам ребенка. В противном случае ребят пришлось бы разлучить. Опекун справляется, она действительно молодец, все время, когда что-то непонятное, консультируется с нами, постоянно посещает общеобразовательные учреждения, где дети посещают школу. А так вроде бы да, справляется. Естественно, мы ее одну не оставляем, все время оказываем ей помощь, особенно органы опеки и попечительства, все время эта семья на контроле. В этот раз семью навестили представители управления образования. Младшие братья учатся в выпускном классе коррекционной школы в селении Нижние Очелки. Ребятам пора определяться с выбором будущей профессии. А вот 15-летняя Диана серьезно задумалась о профессии повара. Однако девочки напоминают, что в регионе сейчас востребованы другие специальности. Предложили ей швейное дело попробовать, потому что в дальнейшем человек может просто зарабатывать деньги, открыв свое частное дело, ателье. Вот так как-то направить, потому что семья большая, она будет помогать своим братьям. Для этих детей представители социальных служб порой единственная опора в жизни, у кого можно узнать не только о своих правах, но и спросить совет. Хади Добрива, Амина Бокова, Сурху Кусиев, Новости 24. А какие, в принципе, у ребенка есть права? Сегодня узнали в школе-гимназии «Марем». Там прошла лекция при участии детского омбудсмена. Репортаж Ирины Цичуевой. Перемой-ка всю посуду и натри полы повсюду. Дров на месяц накали, на год кофе намели. Если в известном мультфильме злая мачеха заставляет трудиться падчерицу день и ночь, оскорбляя и унижая ее, то в реальной жизни за это можно предстать перед судом. Одна из статей Конвенции о правах ребенка запрещает использовать детей в качестве дешевой рабочей силы. Эксплуатировать их труд не имеет права никто, даже родители. Собравшиеся специалисты в области юриспруденции рассказывают детям, какими еще правами их наделяет закон.
Вы имеете право на обучение, то есть вам никто не может запретить учиться. Также на семью и на информацию. Эти лекции очень важны для подрастающего поколения. Здесь детям дают понять, что они под защитой государства, о чем свидетельствуют 54 статьи Конвенции о правах ребенка. Дети имеют право на жизнь, имя и фамилию, знать своих родителей, а также право на любовь и заботу. Этими правами они наделяются с рождения, и они гарантируются законом. Каждая школа совместно с сотрудниками ПДН по делам несовершеннолетних проводим профилактическую беседу детям. Каждый раз мы детям говорим о том, что нельзя делать. На сегодняшний день мы говорим детям, какие у них есть права. И что они могут сделать, и как они могут защитить самих себя. А так как у нас контингент деток от 7 класса, мы пытаемся донести основу их прав простым народным языком. На примере случаев из жизни, на примере сказок даже есть такие случаи, чтобы они понимали, чтобы до них доходчиво доходили основные правила, права их. Там, где есть права, есть и обязанности, или же добрые поступки. Родители, конечно, не имеют права заставлять детей работать, но здесь на лекции детям объясняют, что нужно помогать родителям добровольно, собрать раскинутые книжки, вынести мусор или помочь маме на кухне. К примеру, Адам Безиев узнал сегодня много нового. Например, что отдыхать и проводить свой досуг он имеет право по закону, и мальчик признается, что такое право ему по душе. Я сегодня узнал, что никто не может ущемлять меня в правах, потому что если кто-то на меня будет ущемлять, то я могу подать на него уголовный в суд. Нам рассказали, что несмотря на то, какой пол имеет человек, какой он нации, и никто не имеет права ущемлять его и плохо к нему относиться, и что все дети равны между собой. После лекции детей ждал приятный сюрприз. Звезды ингушской эстрады специально приехали с концертной программой. Словом, реализовали еще одно право виновников торжества – на досуг и развлечения. Дети – богатство и будущее любого государства. И, несомненно, каждый ребенок заслуживает красивое детство, в котором уважают и ценят его права. Рина Цычоева, Майрбек Миржоев. Новости 24. Есть такая профессия – детей лечить. Свой профессиональный праздник отмечают и врачи-педиатры. Международный праздник детских врачей, который отмечается 20 ноября, тесно переплелся с Днем ребенка. Дату, кстати, Генеральная ассамблея предложила выбрать каждому государству самостоятельно. Россия, как и еще 129 стран, празднует День педиатра именно сегодня. Что может быть важнее для малыша, чем его здоровье? А кто лучший специалист, которому мама доверит свою кроху? Конечно, врач-педиатр. Вот так идут по жизни рука об руку, и даже праздник отмечают в один день врачи и их маленькие пациенты. Ну а в Республиканской детской клинической больнице два этих знаменательных повода отметили экологической акцией. В дворе больницы посадили плодовые деревья, которые закреплены за каждым отделением, как символ жизни. В День ребенка, как и полагается, здесь порадовали самых маленьких пациентов. Приглашенные аниматоры удивляли детей своим мастерством, устроили для них целое представление. Приехали аниматоры, праздник для тех детишек, которые сегодня находятся по воле судьбы с какими-то заболеваниями здесь, в детской республиканской больнице. Также у нас проходят акции и в детской поликлинике, и в районных больницах. Сегодня мы объездили очень много семей, и я была по поручению главы республики. Мы посещали сегодня детей-инвалидов. В Магасе за круглым столом инициативная молодежь региона и Министерство экономического развития обсудили тему «Экономика Республики Ингушетия. Успехи, проблемы и дальнейшее развитие». Это проект Минэко под названием «Открытое министерство». Здесь ребята делятся своими планами в сфере бизнеса и задают министру экономики интересующие их вопросы. Инициатором этой встречи стал министр Умалат Таршхоев. Все подробности у Светланы Томовой. Какие направления в сфере бизнеса более выгодны? Что делать, если предприятие терпит убытки? И как без ошибок построить хороший бизнес? Шквал вопросов, которые адресуют сегодня министру экономразвития региона Умалату Таршхоеву. Пока они студенты, но в будущем каждый из них хочет открыть свое дело. А на этой встрече молодежи дают правильный ориентир в открытии своего бизнеса. Я думаю, такие мероприятия просто необходимо проводить для того, чтобы было видно всем тем
таким людям, как я, студентам, либо же людям, которые хотят начать свое дело, что наша власть, органы исполнительной власти, в частности Министерство экономики, готовы и открыто для помощи. Оно готово нас направить в нужное направление и оказать какую-то поддержку, непосредственно финансовую, то есть предоставить какой-то грант, либо помочь с получением кредита. В большей степени мне было интересно именно выслушать, вот какие именно, скажем так, идеи разрабатываются в Министерстве экономики, так как это уже открытый стол, скажем так, то ты можешь открыто задать вопрос министру экономики и получить на него очень объемлющий ответ. А вот предприниматель Мустафа Тумгоев советует, прежде чем открыть свой бизнес, исследовать рынок сбыта. Но необходимо знать, что без трудностей результата не бывает. Мустафа знает об этом, пожалуй, лучше всех. Маленькое производство – это маленькие проблемы, большое производство – большие проблемы. В 2012 году уже начали выпускать продукцию именно. И мы, как бы, скажем так, вот стали первой компанией, которые даже начали заниматься экспортом продукции именно в нашем регионе. Больше всего нам понравилось то, что мы увидели взгляд с Министерства экономики, точнее узнали министра экономики поближе, поняли, что та информация, которая преподносится через СМИ, это через интернет, возможно, она не так объективна, поэтому такие встречи нужно проводить чаще. У начинающих предпринимателей должны быть амбиции, считает министр. И главное препятствие на сегодняшний день у ребят, которые хотят начать свой бизнес, нехватка стартового капитала. Мы видим, что у нас молодежь, во-первых, очень болеет за республику, и они хотят принимать участие в развитии нашей экономики. Видим, насколько им это интересно, и, как вы сказали, действительно они мыслят в правильном направлении. Им нужно вместе собираться, где-то советовать те направления, которые нужно развивать, куда нужно больше внимания уделять. Поэтому я остался очень доволен нашей встречей. Мне действительно приятно, что столько активных, инициативных молодых студентов, которые хотят дальше вместе с нами развивать нашу экономику. В завершение встречи Умалат Ташхоев предложил членам клуба молодых предпринимателей представить ему самые интересные бизнес-планы на их взгляд, а он, в свою очередь, постарается оказать им поддержку в их реализации. Светлана Томова, Адам Далаков, Новости 24. Для того, чтобы обеспечить молодому поколению крепкое будущее, необходимо принять определенные меры в масштабах не только общества, но и окружающей среды. К примеру, возвести ряд социальных объектов. В селении Мужичи сейчас строят школу и дворец культуры. Рабочие трудятся в 2 смены, чтобы успеть в срок. В итоге новое общеобразовательное учреждение заменит старую школу 50-х годов. Ну а ДК станет первым объектом культуры в этом селении. Материал Микаила Тангиева. Небольшая и единственная средняя школа в пригорном селе Мужичи. Это общеобразовательное учреждение было построено еще в далеком 1957 году и рассчитано всего на 90 мест. Но сегодня здесь обучается порядка 300 детей. Здание школы слишком маленькое, чтобы вместить всех. Некоторые классы вынуждены ютиться в вот таких вагончиках, которые стоят рядом со школой и отапливаются небольшой печкой. Ученица 10 класса Зухра Богатырева учится здесь с 1 класса. Строительство новой школы для нее очень волнительное событие. Последний учебный год она успеет провести в новом корпусе современного здания. У нас были новые возможности, разные кружки. Мы, конечно, любим свою старую школу, но, конечно, что это новое, это лучше. Директор школы возведение нового объекта считает для села событием историческим. Открытие нового корпуса станет настоящим подарком для всего преподавательского состава. Работа в новых условиях вдохновит учителей на новый подход к работе, уверена Тамара Мусаева. Очень тесно, мы занимаемся 2 смены. И даже вот используем вот эти вагончики, которые вы видите, там у нас подготовительные группы занимаются. В новой школе, конечно, очень рады. Планирую, что в 2018 году в конце сдадут. Очень надеемся на это.
и, конечно же, очень счастливы. Ну а тем временем на стройплощадке рабочие трудятся, не покладая рук. Нужно успеть до 1 сентября следующего года завершить все запланированные работы. 2 этажа из 3 уже возведены. В данный момент строители заняты вязкой арматурой специальными кольцами для прочного основания бетонных конструкций, после чего уже можно будет заливать монолит и стены. Проект был запущен в апреле 2017 года. Все обязанности возведения здания школы взяла на себя строительная компания «Олимп». В общей сложности здесь планируется создать около 320 мест для учащихся. С введением строя нового объекта дети начнут обучаться в одну смену, будет открыто много всяких кружков, будет спортзал будет в новом помещении школы. Также недалеко от старого учебного заведения строится дворец культуры. Здесь трудится порядка 2 десятков рабочих. Стройка была начата еще летом, и сдать объект в эксплуатацию рассчитывают до конца этого года. Всего в новом здании будет около 27 помещений. Некоторые экспонаты музея имени Серго Орджоникидзе, который ранее размещался на старой территории, мы его снесли, это здание было аварийным, и экспонаты музея, часть экспонатов мы перевезли в один класс. Уже проведены почти все необходимые коммуникации – свет, газ, вода. Осталось только подвести отопление и вентиляцию. Сейчас ведутся работы по кладке кирпича, и вместе с тем близится к завершению штукатурка стен и потолков. Главный прораб провел небольшую экскурсию по строительной площадке для нашей съемочной группы. Сейчас мы находимся в фойе. Это у нас главный ход. Здесь у нас должны быть витражи вот так. Здесь мы, в принципе, штукатурку завершили сейчас. Уже хотим начать ротпан. Сейчас чуть подсохнет здесь, и уже начнем ротпан. Из фойе можно попасть в комнату охраны, а рядом с ней находятся различные технические помещения. А далее мы видим одно из самых больших и главных помещений в здании. Вот здесь актовый зал на 187 мест. Вот с этой стороны сцена, а здесь эти сиденья будут, короче. Здесь высота 6 метров. Здесь будет по потолку экофон. Короче, акустика. Благоустройство дворовой территории также не стоит на месте. Здесь уже подготовили землю и планируют положить плитку, бордюры и провести озеленение двора. После завершения всех работ жители села наконец-то получат долгожданный культурный объект и большую современную школу, рассчитанную для учащихся всех классов. Михаил Тангиев, Рамзан Мержоев, Новости 24. Водителей маршрутных такси, перевозящих пассажиров без необходимых документов, выявляли сотрудники Компромышленности и ГИБДД. Плановый рейд провели в Кантышеве. Помимо документов на машину и прав, в наличии обязательно должны быть лицензия на право деятельности, путевой лист, справки медицинского и техосмотра. Выявлено 12 нарушителей, в отношении которых на месте были составлены правовые и административные акты. Нарушители в основном частные перевозчики. Если в ближайшее время все нарушения не будут устранены, представители Компромышленности обещают прибегнуть к более жестоким мерам. Кстати, игнорирование правовых норм влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5000 рублей. Сегодня для студентов Ингушского госуниверситета аграрно-инженерного профиля прошла ознакомительная экскурсия в самом крупном фруктовом промышленном комплексе Ингушетии «Сад-гигант». Такие занятия практикумом стали возможны после заключения соглашения между региональным Минсельхозом и руководством факультетов учебных заведений. Репортаж Даны Плиевой. Подойдете, вы увидите почки вегетативные и почки плодовые. Они разные. Прежде чем обрезку делать, мы делаем анализ, не каждого дерева, конечно, определенных деревьев делаем и определяем, какую обрезку здесь сделать, какой урожай мы сейчас хотим от него. Особенности каждого сорта плодовых и как следует ухаживать за деревьями на личном примере узнают будущие аграрии, студенты ИНГУ аграрно-инженерного факультета и Назрановского аграрного колледжа. В основном здесь студенты 4-го курса, будущие бакалавры. Исключение только третьекурсник Хаваш Акбиев. Сегодняшнее занятие студенту очень нравится, как и выбранная профессия. Изучение почвы и растений по сложности и интересу Хаваш сравнивает с медициной. Из практики студенты стараются вынести как можно больше полезной информации о деревьях. Лично я узнал, как сажать, с каких пор сажать, как обрезку делать, чем обрабатывать. Целая куча всего, что пригодится. Такие занятия, практикумы для студентов стали возможны после заключения соглашения между региональным Минсельхозом и руководством факультетов учебных заведений. Такие выездные лекции будут проходить как минимум раз в неделю. Для студентов это отличная возможность уже сейчас изучить все тонкости будущей профессии. В дальнейшем будем практиковать это и в молочном комплексе,
Малгобекском и наших ГУПах сельскохозяйственных производственных. И у нас есть 2 больших комплекса теплиц, и будем увозить туда студентов для того, чтобы они на практике здесь проходили занятия и в дальнейшем трудоустройство этих студентов по нашей республике, Минсельхозе и предприятиях наших. Следующий пункт ознакомительной экскурсии – хранилище площадью 1000 гектаров. Строительство оптового распределительного склада было начато в прошлом году. Он состоит из 4 блоков. В камерах в течение года хранится около 7 тонн яблок. Секрет такой мумификации яблок очень прост. Мы удаляем из кислорода, из воздуха, весь кислород. Когда мы с вами дышим, сколько процентов кислорода в воздухе? От 18 до 21%. Больше нет. А мы оставляем здесь 1%. Вот мы с вами находимся в одном из самых, или не в одном даже, в самом современном фруктохранилище Российской Федерации. С объемом временного хранения 61 тысячи тонн. Это самый большой холодильник подобного рода. И вы видите за спиной самую современную в Европе линию по сортировке фруктов. Эта линия включает в себя все тонкости этой работы. Все, что известно науке, мы вложили в эту линию. И вот скоро, буквально через 2 недели, будет торжественный пуск в эксплуатацию этой линии, этого объекта. Кроме десятка сортов яблок, в комплексе выращивают персики, сливы, нектарин, абрикосы, сливы и черешню. Для ухода за фруктовыми деревьями нужен именно агроном-плодовод. На таком огромном производстве задействовано порядка 300 человек. В скором времени здесь планируют открыть филиал ИНГУ аграрно-инженерного факультета, чтобы теорию тут же подкреплять практикой. На предприятии также намерены в будущем трудоустроить выпускников аграрного факультета и увеличить число работников до 1000 человек. Дана Плиева, Рамзан Миржоев, Новости 24. В преддверии Дня образования Центра занятости в Ингушетии сотрудники Минтруда Республики решили поздравить ветеранов службы. Приурочили к знаменательной дате посадку саженцев в реабилитационном центре Магаса. Все подробности у Марии Мистоевой. Работа в Центре занятости не самая легкая, и сегодня она налажена во всех районах и городах республики. А 25 лет назад, когда открывался этот центр, люди, стоявшие у истоков, начинали все с нуля. Один из ветеранов службы – Ахмед Мациев, на плечи которого легли и обязанности начальника. В преддверии юбилейной даты к нему приехали его бывшие коллеги. Сам же Ахмед отмечает, что тогда в только зарождающейся республике была практически 100% безработица. Многие уезжали работать в соседние регионы. И самый главный акцент службой делался на то, чтобы создать дополнительные рабочие места и задействовать безработных жителей региона. Служба занятости выделяла субсидии этим предприятиям, чтобы они, в принципе, сохранили эти рабочие места, которые имеются. А некоторым предприятиям, которые имеют ресурс создания дополнительных рабочих мест, выделялись субсидии на создание дополнительных рабочих мест. А вот Мила Муталиева 20 лет своей жизни посвятила этому ведомству. Сейчас, правда, она на пенсии, но по приглашению бывших коллег снова приехала в родные Пенаты. Все наши работники, мои коллеги, директор в том числе, мы старались, не считались ни с выходными, ни с выходными, ни со временем. Все время были на работе, когда нам нужно было. Были, конечно, сложности. Стараясь помочь жителям с трудоустройством, специалисты центра каждый год проводят республиканские ярмарки вакансий, где соискатели находят работу в различных сферах деятельности и структурах. Все больше предложений поступает и от работодателей. И все это благодаря договорам, заключенным с Министерством труда республики. Самое главное в нашей работе – это, конечно, трудоустройство безработного населения. Оказание им всего перечня государственных услуг, которые в соответствии с законом о занятости мы должны предоставлять безработному населению. Насколько качественно у нас это получается, видно по нашим статистическим данным, по планомерному снижению уровня безработицы. 25 лет – срок немаленький, а дата юбилейная. Отметить годы труда именинники решили не только мероприятиями в день создания службы, но и эко-акцией. Саженцы высадили в разных городах региона. Сегодня очередь Магаса. Реабилитационный центр – наше подведомственное учреждение, поэтому мы решили именно здесь посадить
эти 25 деревьев, чтобы через 25 лет могли прийти сюда, посидеть под этими деревьями, и будем знать, что мы их посажали. Саженцы собирали с тех пород, которые вырабатывают больше кислорода. Их пышные кроны уже через несколько лет смогут стать убежищем от солнца или дождя для пациентов центра. Это посадка таких деревьев, как клен, береза и липа. Место выбрано, это место-реабилитационный центр, находится в городе Магасе. Это место выбрано, потому что здесь есть место, где их можно посадить, пространство. И в дальнейшем здесь планируется поставить лавочки. Службой пройден долгий путь. В ее рядах люди, которым не могут быть безразличны судьбы и положения других. Сбавлять темпы сотрудники Центра занятости не собираются. Напротив, намерены встретить следующий свой праздник с еще большими достижениями. Мария Мистоева, Светлана Томова, Новости 24. В Акажеве возводят укрепительное сооружение, так называемую дамбу. Эта жизненно необходимая мера позволит избежать повторения трагедии, которая произошла в селении в этом году. Напомню, в результате наводнения 29 июня 2017 года был нанесен значительный ущерб полсотни домовладениям. Репортаж Индиры Манкиевой. Это ЧП жители нескольких улиц Акажева не скоро забудут. Разбитые дороги, затопленные дома и даже пострадавшие. Масштаб трагедии не только для села, а для всего региона оказался довольно-таки серьезным. Помогали всей республикой. По этим кадрам хорошо видно, что дамба здесь не просто нужна, а необходима, строительство которой здесь уже началось в прошлом месяце. Рабочий процесс вовсю кипит. Подпорная стена возводится по проекту Автодора. Работу, как сказать, выполняется с соблюдением всех техник, всех правил уплотнений, соблюдением ГОСТа. Задействована техника. Очень много единиц, количество 10 единиц. Мы, если погода, надеемся, вот за эти оставшиеся недели не испортится, думаем завершить срок и уложиться. Впереди большой объем работ. Сооружение по проекту должно, если не остановить, то хотя бы сбавить скорость потока воды. Ведь именно из-за этого летом были такие разрушения. В случае обильных дождей данное сооружение сможет удержать около 80 или 90 тысяч тонн воды. Глава местной администрации отмечает, что это очень важный объект для их села. От ответственности рабочих и качества выполняемых работ напрямую зависит, могут ли местные жители рассчитывать, что такого серьезного ущерба в случае наводнения больше не будет. Были приглашены специалисты с других субъектов, которые специализируются именно вот на этих дамбах, плотинах. И решили возвести вот это водоудерживающее сооружение, вот, которое мы видим. Обычно эти вот сильные дожди, они 20-30 минут, больше они не идут. Вот за это время через эти водопропускные сооружения будет проходить вода, которая будет проходить через эти трубы. Она, в принципе, никаких проблем для этой улицы уже угрозу не создает. Такую же дамбу в скором времени планируется возвести в Акажево еще на одном участке. Индира Манкиева, Рахман Цуров, Новости 24. Наши земляки, живущие в Финляндии, открыли свой клуб дзюдо «Магас». От его имени выступают на различных соревнованиях и завоевывают призовые места. Вот и на прошедшем вчера турнире «Стартик Кап» в городе Карканумми от клуба приняли участие 8 дзюдоистов и завоевали 8 медалей в категории до 11 лет. 2 золота и 2 серебра, а до 13 лет 2 золота, серебро и бронзу. Сейчас «Магас» готовится к очередному турниру. Ну а я напомню, поклонников битвы нартов ожидают зрелищные поединки, в которых сойдутся титулованные бойцы. Гостями турнира станут именитые спортсмены. Это олимпийские чемпионы, победители мировых первенств и чемпионатов Европы по различным видам спорта. Ну а сейчас ингушские бойцы проходят усиленные тренировки. Слово Саиду Куштову. Каждый день в зале РЗ бойцы выкладываются на все 100, чтобы оправдать ожидания тренеров. К предстоящей битве упорно готовится и Адам Гагиев. И хотя своего соперника он еще не знает, спортсмен уже разработал тактику боя. Я во время сборов сделал акцент больше на борьбу, так как я ударник, а у меня ударка нормальная, в хорошем уровне, а борьба у меня чуть-чуть хромает.
Битва нартов соберет одни из лучших спортсменов мира. Бойцовский вечер М1 Челлендж порадует зрителей 24 ноября. Адам, как и все наши бойцы, надеется на поддержку болельщиков, ведь она сильно мотивирует на победу в рейдже. Хотелось бы, чтобы наши все земляки пришли, поболели за нас, так как поддержка нам очень нужна в этот момент. В Ингушетии Адама знает как бойца с прекрасной ударной техникой. Точно поставленный удар не раз становился залогом успеха. Нет предела совершенству. Именно поэтому, помимо отработки ударов в стойке, Адам улучшает борьбу. В этом ему помогает спарринг-партнер Мурат Талдиев. Раньше у него борьба была не на таком уровне. А сейчас у него на борьба потянул борьбу, и у него на голову выше, можно сказать, стал в борьбе. И в ударке он, как сказать, не слабый. Ингушетию на битве представит еще один из самых опытных бойцов Башир Гагиев. На предстоящем турнире спортсмену будет противостоять боец из Финляндии Алексей Мантювики с впечатляющим рекордом 10-4. Даже перерыв в карьере не помешал Баширу хорошо настроиться на поединок и быстро привести себя в форму. Сейчас надо было подготовиться к сопернику. Хороший боец, хороший рекорд у него, с хорошими бойцами дрался. Поэтому подготовка была хорошая. Башир – базовый борец, в отличие от своего брата Адама. Свои навыки в партере не раз демонстрировал на различных турнирах, не оставляя никаких шансов оппонентам. На этих тренировках Башир улучшает ударную технику и помогает ему в этом именитый боец Хамзат Сакалов. Башир хозбойда хокуш замсагу балалч. В этом бою даляндали кохтвал вижу даляндали. Масха хауот сам Башир сабол бежит спарат, но осол деже. Что хоть генька же Адам цумош. Санкай гждохто даляндали кохтвал. Это уже третья битва нартов в республике. Первая состоялась в октябре 2015 года, а прошлогодний турнир собрал целый зал. Тогда российские и зарубежные бойцы показали 10 красивых боев. И судя по раскупаемости билетов, предстоящий турнир М1 Челлендж тоже ждет аншлаг. Саид Куштов, Рамзан Миржоев, Новости 24. Ну и в завершении. Для заправки городских автобусов в Лондоне планируется использовать биотопливо, частично изготовленное из кофейной гущи. Биотопливо будет включать в себя кофейные масла, полученные при переработке отходов, оставшихся после приготовления кофе в кофемашинах. Топливо из кофе предполагается смешивать с дизелем в соотношении 1 к 5 и поставлять на заправки, снабжающие лондонские автобусы. Существующие мощности позволяют производить биотопливо из кофейной гущи при условии смешивания с дизелем в количестве, достаточном для заправки одного автобуса в течение года. Компания, по словам ее представителей, заключила соглашение о сборе отходов от приготовления кофе с крупнейшим в стране сетями кофеин. Предполагается, что такая мера поможет значительно снизить выбросы углекислого газа. В качестве компонента биотоплива B20 уже используется животный жир и отработанное масло для жарки. Ну а кофейные масла для такого топлива пока не применялись. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.